Слава Ингушетии, слава нации! Я обращаюсь к Виктору Кушнареву, атаману городского казачьего войска, какого-то городского казачьего войска. Виктор, в своем обращении на канале РусТВ ты говоришь, скорее всего, РусТВ, если я не ошибаюсь, ты говоришь о каких-то казачьих землях, о каких-то казачьих селах, о каких-то истребленных казаках, белоказаков, ингушами, о красных ингушах, о том, что ингуши в 1992 году напали, мол, якобы на спящих осетин. Эту сказку мы слышали давным-давно. О том, что ингуши, возвращаясь с депортации, были, в принципе, упакованы на машинах, очень богатые и все такое. О каких-то казачьих землях, о каких-то казачьих селах, в принципе, называя имена сел и, значит, населенных пунктов, это Ахтиюрт. Это историческая родина ингушей, это исконно ингушские земли. И я сейчас в этом обращении в течение вальса могу поставить все на свои места, не впервой. Таких, как ты, я ставил на свои места. Ну, давай начнем с того, что, Виктор, сними эту черкеску, кавказскую черкеску, она не твоя. Ты не имеешь никакого отношения к Кавказу, и тем более никаким ингушским селам, территориям, землям. Никогда у казаков не было никаких ни сел, ни земель на Северном Кавказе. Казаки пришлые на Кавказ. Вы не имеете никакого отношения ни к черкеске, ни к папахе. Поэтому сними черкеску, надень в лучшем случае русский кафтан или длинную крестьянскую рубаху. Вот это твоя форма. Сними эти медальки, которые ты не завоевывал, которые тебе не принадлежат. Вот эту ряженую форму. Это все страшно раздражает. Не позорь нашу черкеску. Ты не имеешь к ней никакого отношения, тем более к Кавказу. Я могу это в течение вальса доказать, и я это сделаю. Итак, речь идет о каких-то десятки тысяч казаков, мол, якобы убиенные, вырезанные ингушами, красными ингушами во время революции. Итак, что вот ты говоришь в своем обращении, что казаки были разбросаны по всем фронтам и вырезаны практически были женщины, дети, старики и все такое. Давай я своими фактами, имеющимися фактами, неопровержимыми, опровергну ту ложь, которую ты распространил. Я забыл представиться, с тобой говорит независимый общественный политический деятель Ингушетии Курскиев Русхан Саварбекович. Хозяин и гражданин, хозяин земли ингушской и гражданин Республики Ингушетия. Итак, давайте начнем с того, что как вообще ингуши в тот период освободили эти села от белоказаков. И как осетины ели землю, клянясь вечной дружбе ингушам. Осетины ели землю, клянясь вечной дружбе ингушам. Из воспоминаний М. Саутиева, командующего вооруженными силами Ингушетии в августе 1918 года. В августе 1918 года ингушское красное соединение под моим командованием решило выбить белоказаков из селения Ахтиюрт, ныне Сунжа. Вот об этом как раз и идет речь с твоих слов. И я сейчас опровергну эту ложь. Среди белоказаков в селе оказались несколько сотен осетин разных возрастов, бежавшие от погромов во Владикавказе. Перед штурмом ко мне обратился Черменбаев, руководитель партии керменистов в Осетии, и попросил вызволить оттуда осетин. Белоказаки оказались вынуждены отпустить из села осетин. Из Ахтиюрта выдвинулась длинная вереница на арбах, подводах, тачанках. Впереди шли попы 9 человек с длинными бородами. Они опускались на колени, брали землю в рот и ели ее, клянясь в вечной дружбе с ингушами. Они заверяли, что завещали своим внукам и правнукам вечно хранить дружбу с ингушами. О взятии казачьих станиц и выселении казаков с исконно ингушских земель он, Саутиев, вспоминал так. 3 дня сунжская станица Ахтиюрт сдавала оружие. Даже в 1923 году
Мы находили в колодцах патроны, упакованные в цинковые ящики, пулеметы, закрытые на кладбище. Взятием станицы августовское восстание было ликвидировано. Станицы были разоружены, а Народный совет предложили переместить в Мазовский район. Казаки, сдавая оружие, проклинали всех, ругались, плакали, на что один из старых казаков им сказал: «Вы плачете, а я смеюсь. Я был самым богатым человеком станицы. У меня было столько-то ульев, пчел, столько-то скота, а теперь я заплатил свой долг. Я помню, как мы выселяли ингушей. Мы не давали им допечь хлеб, выбрасывали их детей с люлек, истребляли их. Эти слова произвели моральное воздействие на казаков, слезы прекратились, а злоба ушла. А теперь я объясню тебе, Виктор, как вообще ты оказался в этих селах. Это нетрудно сделать, вот они факты. Устройство казачьих станиц на месте ингушских селений. С начала завоевания Кавказа России не раз ставился вопрос о выселении ингушей, как и других горцев с Кавказа. Еще в 1806 году на имя императора Александра I подал записку коллежский асессор Лафицкий, служащий русской администрации в Грузии, замечание о Грузии, в которой он предлагал выселить ингушей и чеченцев во внутренние районы России. В своей записке Лафицкий пишет: чеченцев же и ингушевцев весьма было бы полезно выселить вовсе из ущельев настоящего их места проживания на другие пустопорожние российские земли. Ибо народы сии по закоренелости и разбойничеству ничему не быть не могут. Как или истреблены вовсе нации тех, или выводом на другие земли. Земли же, лежащие между рекой Малкой и Тереком, населить природными россиянцами. Природные россиянцы — это и есть вы, осетины, казаки и осетины. Поскольку те земли наивыгоднейшие для земледелия, скотоводства и других заведений при хорошем климате и коим без пользы для человечества доселе владеют онные хищные звери. Это мы. Один из руководителей декабристов П.И. Песель в своей «Русской правде», принятый в 1823 году на съезде руководителей декабристов за основу будущей Конституции России, предлагал разделить все сии кавказские народы на два разряда: мирные и буйные. Первых оставить в жилищах и дать им российское правление и устройство, а вторых силой переселить во внутренность России, раздробить их мелкими количествами по всем русским властям, завести в Кавказской земле русские селения и сим русским переселенцам разделить все земли, отнятые у прежних буйных жителей, дабы сим способом изгладить на Кавказе даже все признаки прежних его обитателей и обратить сей край в спокойную и благополучную область русскую. В 1858 году русской военной администрацией был разработан проект переселения мирных горцев, в первую очередь ингушей, на Дон. Но Назрановское восстание, вспыхнувшее в том же году, заставило русское правительство отказаться от этого плана. После взятия Шамиля и окончания войны на северо-восточном Кавказе в 1859 году Россия приступила к политике создания казачьих станиц на месте горских селений. Внимание! Эта политика ярко выражена в словах: «Мы по необходимости прибегали к коренной русской исторической системе заселения окраин государства казаками». Вот как ты оказался в этих селах. Твои предки, о которых ты говоришь, мол, якобы были выгнаны с каких-то исконно казачьих земель, с казачьих станиц и так далее. Никаких станиц не было, никаких казачьих земель не было, ничего не было. Твои предки, белоказаки, были жестокими, были присланы на Кавказ истреблять малые народы Кавказа, что вы и делали. Так что ты не имеешь никакого права жить и находиться, не то что говорить об этом на этих землях. Дальше. В записке генерала-адъютанта Грабы о мерах по покорению ингушей говорится так. Для утверждения здесь русского владычества представляется два средства. Первое — поселение казачьих станиц на Сунже. Второе — возведение укрепления при главных выходах из гор. Казачьи станицы могут быть устроены в следующих местах. Первое. Две на левом берегу Сунжи между крепостью Грозная и укреплением Аман-хан-Юртом. Второе. 5 на том же берегу между крепостью Грозной и аулом Казах-Кичу. Третье.
2 на правом берегу Сунжи, выше Казах-Кичу. 4. 2 на левом берегу реки Асы, ниже впадения в нее реки Алгус-Али. Всего 11 станиц. Вот как вы очутились там и о каких станицах идет речь. В каждой станице должно проживать 200 семей. Таким образом, указанное пространство заселится 2200 семьями. Выселить такое же количество людей с Кавказской линии значило бы для казаков ослабить здешнее казачье войско, которое в то же время должно перевести на Лабу около 2800 семей. Это как когда вы оккупировали Кавказ. Когда оккупация Кавказа и малых народов Кавказа шла. А потому для образования Сунжинской линии средства Кавказа недостаточны. И необходимо выслать по крайней мере часть требуемого числа переселенцев из Донского войска. Первые казачьи станицы на территории Ингушетии были основаны в 1845 году. В общем, продолжать я не буду, это длинная статья. Перейдем к следующему этапу. Итак, как был построена крепость Владикавказ на Ингушской земле. Вот доказательства, это архивный материал, который ни один человек не может опровергнуть. А нам ничего не надо, ни объяснять, ни опровергать. Мы прекрасно знаем, что мы являемся аборигенами Кавказа, мы хозяева Кавказа. Вы здесь пришлые. Вы, Виктор, не мы. Итак, в Заурове на месте основания крепости Владикавказ в период ведения переговоров с царем Восточной Грузии Ираклием II о вхождении в Грузию в состав России не раз встречались С.Д. Бурнашев, уполномоченный русского правительства в 1783-1787 годах при Ираклии II и Р.С. Потемкиным, командующим Кавказской линией. Доверенному лицу, высокообразованному С.Д. Бурнашеву, было поручено историческое географическое описание Грузии и сопредельных народов, а также составление обстоятельной карты, чтобы было им выполнено. Генеральная карта Грузии, Грузинского царства с облегающими их областями и народами, обитавшими в Кавказских горах, изданная в 1797 году, долгое время служила для руководства всем тем, кто был связан и занимался делами Кавказского края. Современник, свидетель и очевидец событий, принимавший в них личное участие, С.Т. Бурнашев, не только указал, что в мае 1784 года у ингушской деревни Заурова была основана крепость Владикавказ, но как бы в назидание потомству, скажем, для будущих историков, чтобы впоследствии они не перепутали факты, при нанесении на карту условного знака места расположения крепости Владикавказ, он пририсовал вплотную к этому знаку треугольник, снабдив надписью «Заурова, Ингуши». С.Д. Бурнашев тем самым исключил всякую возможность кривотолков насчет места и времени основания крепости Владикавказ. Владикавказ – ингушский город и создан на ингушской земле. Пойдем дальше. Терские ведомости. Вы никогда не сможете опровергнуть этот факт. Никто. Терские ведомости, номер 75, 1911 год. Торжество празднования 50-летия основания города Владикавказ. Краткий очерк. Вся эта информация есть в поисковике. Сегодня мы празднуем 50-летие города Владикавказ. Раньше на том месте, где ныне расположен город Владикавказ, существовал ингушский аул Заур. Но в 1784 году по распоряжению князя Потемкина на месте, где существовал этот аул, для охранения военно-грузинской дороги, служившей единственным удобным путем для соединения с Закавказьем, была устроена крепость Владикавказ. А в 1785 году по указу императрицы Екатерины II от 9 мая в крепость была выстроена первая православная церковь. Как только была устроена эта крепость, часть осетинской народности вступила с гор и поселилась у стен этой крепости под защитой местных войск.
Образовавшийся осетинский аул стал называться Капкай, что в переводе на русский язык означает «горные ворота». Итак, насчет того, что ингуши в 1992 году напали, мол, якобы на спящих осетин. Эти сказки нам уже надоели. И вы, казаки, ты же себя позиционируешь как казак. И вот казаки вы имеете такое свойство. Вы прогинаетесь под любую власть. Неважно, белоказаки, белогвардейская власть, красная власть, либералы, демократы, неважно. Вы прогибаетесь под любую власть. И поэтому, раз вы прогибаетесь под любую власть, значит вы верите, значит любой власти, вы служите ей, тогда в поисковике еще в 1993 году есть опубликован материал расследования Генеральной прокуратуры Российской Федерации, расследование так называемого осетино-ингушского конфликта, а по факту это этническая чистка по национальному признаку. Мы все это прекрасно знаем. Там написано, как Северная Осетия, руководство Северной Осетии заранее, еще за несколько лет вперед закупала технику под видом сельскохозяйственной, военную технику, оборудовала ее для ведения боев, как раздавалось оружие осетинам, как осетины грабили склады, военные склады, как, значит, представители Ельцина, тот же Гайдар, Шойгу, Хиджа, все они открывали склады, раздавали оружие осетинам, и все там написано, есть свидетели. Всего этого высокопоставленные генералы, российские генералы, они и сейчас живы и занимают высокопоставленные посты. Так что есть вот эта ссылка, есть расследование Генпрокуратуры. Читать я его не буду, это огромный материал. Там написано, что по факту, мол, якобы осетино-ингушский конфликт значится так, что 31 октября неизвестные люди, военные люди, напали на КПП Чермен. Вот. Также там пишется, что до этого, 30 октября, осетинский бандформирования спровоцировали конфликт, обстреливая ингушские дома из крупнокалиберных пулеметов. Есть огромные жертвы. О подготовке, заранее подготовке осетин, оружием. Все вот это вот есть в этой ссылке расследования Генпрокуратуры. Еще много есть материала, почитай, посмотри. Так что все твои высказывания, ложь, которую ты высказал по поводу, значит, 92-го года, казачьих станиц, казачьих земель и все такое, насчет этого обязательно мы постараемся привлечь тебя к уголовной ответственности или к административной, скорее всего, к уголовной. И ты должен, Виктор Кушнарев, ответить за свои слова, за ту ложь, которую ты распространил. Всего доброго. До новых встреч.